Здравствуйте, дорогие телезрители! В рамках очередного интервью с интересными личностями сферы спорта страны мы пригласили футболиста молодежной сборной Таджикистана и футбольного клуба «Хулбук» из района Вусе Масрура Кемединова. Масрур, добро пожаловать к нам в студию. Обычно мы не приглашаем столь молодых футболистов и вообще спортсменов, но я тебя знаю уже 2-3 года примерно. И немножко покопавшись в твоей биографии, я нарыл очень много интересного. И поэтому хотел бы сегодня с тобой обсудить все эти вопросы. Масрур, как тебе новый сезон? Каково играется в новом клубе? Поскольку мы знаем, прямо перед началом сезона ты перешел с Равшана в Хулбук. Здравствуйте, всем спасибо за приглашение. Да, так скажем, мы знакомы уже 2-3 года. И потом, когда начали общаться с тобой, ты сказал, так, надо прийти, рассказывать все это. Я не хотел, скрывал, ты как знаешь. Не то, что скрывал, но смысла не было разговаривать, общаться по поводу этого публично, потому что в футболе как ценится, где ты сегодняшний день, там не то, что там, где ты был вчера. Вот поэтому... Отлично. Говорим о сегодняшнем дне. Каково играется в Хулбуке, как прошла адаптация в новом клубе? Отлично, команда очень дружная, атмосфера хорошая в команде, ребята все друг друга поддерживают, подбадривают, поэтому у нас такие неплохие результаты. Сам доволен своей игрой за 3 тура? Вроде как 2 голевые передачи отдал, Хулбук пока не проигрывает. Но доволен, можно где-то улучшать все это, добавлять, но в принципе пока что да, я доволен. Почему, пройдя сборы с Равшаном, буквально за пару дней до начала сезона и до закрытия трансферного окна, ты переходишь с Равшана в Хулбук? По факту, хотя уже ты подписывал контракт с Равшаном. Что случилось? Там, получается, знаете как, сборы прошел все это сборы в Бауристане, потренировались, все хорошо было, но в конце как-то решили, что надо расстаться, потому что не видели там больше, дальше совместной работы. Кто не видел? Лично ты или тренер? Давай уточнять. Были, что, так скажем, тренер сказал, что могу на тебя там, можешь уйти, там, так. Он на тебя не рассчитывал? Да, сказал, можешь уйти, я сказал, хорошо. Воспринял это нормально, спокойно. И почему перешел именно в Хулбук? Насколько я знаю, были и другие предложения у тебя. Хулбук больше всех заинтересован был. И я тоже сам хотел перейти в команду, где, не секрет то, что в Равшане есть такое давление. Давление. Какого рода давление? Давление со стороны? Со стороны болельщиков. Это команда, не секрет то, что одна из лучших в Таджикистане считается, одна из самых, именитых команд. Поэтому хотел в команду более спокойную, чтобы я мог комфортно себя чувствовать это, и в Хулбук мне это дал. А в Равшане на первое место всегда выходит результат. Конечно. Из-за этого и давления. Из-за этого давления. И в Хулбуке, как мы знаем, после 2 туров тоже результат самый важный сейчас идет. Да, неплохая команда собралась сейчас в Хулбуке. Какую оценку дашь работе тренера, главного тренера Равшана, Дмитрию Черышеву? Насколько я знаю, ты высоко его ценишь. Да, потому что я очень часто, мы когда с тобой общались, даже я тебе говорил, что это очень топовый тренер, сильный тренер, потому что у него тренировочный процесс, все методично, все продумано, так как я сам уже, это чувствовал с детства, когда я в Беларуси там был, в командах, где я был, были, тренера такие, которые работают, у них своя есть там философия, которую они придерживают, и это один из таких тренеров, у которого есть свои точные там видения, он это, поэтому идет. Можно сказать, что твой индивидуальный результат в начале сезона – это достижение главного тренера Равшана? Что он тебя подготовил к началу сезона? В плане физики? Да, в плане физики, однозначно. Чем его можно отличить от таджикских тренеров? Чем он кардинально отличается со всеми тренерами, с которыми ты работал в целом? В Таджикистане я с немногими тренерами работал. Тойр Муминов, Ардин Турдиев и Масуд Назарзу. Они тоже хорошие тренера, тоже сильные тренера, так скажем. Но
его выделяет то, что у него, так скажем, то, что я видел там с детства, по которому я вырос там методично, все, ну, все продумано, все так, это у него есть, это его и выделяет, что он знает, чего хочет, он знает, чего хочет от игрока, у него все, вот не секрет, посмотрите, ну, рисунок игры, это его заслуга, я думаю. Но только в матче с Худжандом это было Ну, наиболее для видно. меня с первого тура это было понятно. Ну, я видел там рисунок, который они рисовывали, играли, и в Худжандом это яркая вспышка такая. Прекрасно. Теперь давай пройдемся по твоей биографии. 13 лет ты покинул Таджикистан. Ты уехал из Таджикистана в Россию. В Беларусь. Сначала в Беларусь, да. С целью карьеры, либо были другие цели? Не, с целью однозначной карьеры. В Академию футбольного «Динамо Минск». Меня дедушка туда отвез. Мы там тренировали. Ну, как бы я прошел просмотр там. Недельный просмотр. Только после 2 тренировок. Первый день мы пришли, потренировались. Была акробатика. После второй тренировки на завтрашний день футбол был на поле. После этого сразу сказали, что мы его забираем. Ну, так получилось, что остался там, в академии. И сколько лет ты остался в Академии Беларуси? До 2. В Академии «Динамо Минска» получается 6 лет. 6 лет. Расскажи подробно вот этот период. После 6 лет в «Динамо Минске» ты начинаешь переходить в разные клубы, происходит знакомство с Курбаном Бердыевым. Ну, это не знакомство, когда я не перешел, а это он увидел меня... Можно поподробнее вот этот период? Да, происходит так, что я в «Динамо Минске играл в «Динамо Минске», меня в 15 лет приглашают в юношескую сборную Беларуси, тогда у меня только вид на жительство белорусское было, пригласили 2 матча с турками, ну, с Турцией. Кстати, у нас есть фотография Да, с турками. с этого матча. Там есть, да, фотография. Я сейчас фотография футболки сборной России. Да, это... Ты, по-моему, в сборных играл чаще разных, чем в клубах. Да, футболка было так, сейчас выровнялось. Да, так. Потом, как бы происходит, что я 15 лет играю за сборную Беларуси, вид на жительством, 2 матча с турками очень хорошо, так скажем, отыграл. И там, ну, меня хотели натурализовывать. Вот, Этот матч с турками, да. Натурализовывать, дать белорусское гражданство. Именно АБФ. Там есть, ну, новости выходили, что хотят там так. И в клуб обращались, в «Динамо Минск», что натурализовать хотим его. Но я в первое время соглашался, говорил хорошо. Потом как-то со временем, полгода прошло, еще раз вызвали, уже 2 матча с литовцами. Там тоже отыграл, уже окончательно пошло, что точно мы его натурализовываем. Так. У моего дяди там гражданство российское, и вот как-то я получил, сказал, лучше я в Россию уеду, так, и получил российское гражданство. Потому что больше перспективы? Больше в тогдашнем времени я видел больше перспективы в России. Ты перешел в Рубин? Не, сначала происходит так, что я получаю гражданство, отыгрываю там турнир в России был, ну, мы там играли с Краснодаром, с этим мы выиграли, я там забил, хорошо показал себя на турнире, и потом после этого получилось, что звонок, ну, в команду, приглашение в сборную России, вот как раз таки это первые сборы были. Приглашают в сборную, ну, юношескую сборную России, и я поехал, там мы отыграли 2 матча в Сочи проходили. Сочи сыграл первую игру, потом вторую игру с Краснодаром. Как раз таки там и Курбан Бердыев сидел, оказывается, и его, так скажем, он сам и его знакомый, он приметил, ну, наверное, так приметил. Потом я как раз таки на этой игре на 38-й минуте ногу сломал. Вот на этой игре ногу сломал. Я пошел, ну, меня забрали скорую, увезли в больницу. Потом уже как-то получается, что они хотели ко мне контактировать, РФС не разрешил, сказали, что мы сами его, ну, так скажем, повезем домой, там все нормально будет.
И потом как-то со временем мне написал человек, тоже из Таджикистана, оказывается, знакомый Курбана Бердыева, сказали, что вот ты так, нам понравился, мы хотим тебя увидеть там в деле, ну, именно вживую. Я тогда с ним был в «Динамо Минске». В «Динамо Минске» у меня хороший, отличный сезон шел, 2020 год, хороший сезон, и получилось, что после лет, ну, это был месяц, то ли март, апрель, меня в июне ждал уже Курбан Бердыев, сказал вживую, я хочу тебя посмотреть на недельном цикле, можешь прилететь. Взяли билеты, все это, прилетел в Сочи, потренировался с тогдашним командой ФНЛ, был Аланя. Аланя только вышли, ну, ФНЛ, когда они хороший сезон показали, третье место заняли. Когда третье место ФНЛ заняли, и премьер-лигу не разрешили выйти из-за стадиона. Да. Да, вот. Тогда и в недельном цикле там я очень хорошо тоже потренировался, вроде как, ну, был обычно так. Там Спартак Огнев был тренер, когда сейчас, который тоже снова возглавил, он сказал, что как лимитчик, тогда, помните, был лимит на легионеров. Не, лимит на молодых игроков ФНЛ есть. Он сказал, как раз Курбан Бердыев меня привез, его попросил, чтобы я с ними тренировался, и потом после недельного цикла он сказал, можно ли там, он сказал, понравился мне он, можно ли его как лимитчик там. И у меня тогда контракт был с Динамо Минском до конца года, до декабря. Нет, так бы Курбан Бердыев, там еще люди, которые меня повезли туда, сказали, нет, он обратно поедет в Динамо Минск, так как контракт закончится, потом привезем. И тогда сказал, и Курбан Бердыев мне говорил, что давай ты поезжай, заканчивай контракт, я команду возглавлю, ты придешь ко мне, ну так, я тебя сам заберу. Хорошо, сказал. Потом уехал обратно в Динамо Минск, доигрывать свой контракт. И потом тебя позвал. Потом получилось, что меня выкупили. Как бы у меня в декабре заканчивается контракт, мне Динамо Минск предлагает контракт новый до 2025 года лета. Там было на 4 года. И получается, что я прилетаю в Минск, мне через 2 недели уже предлагают, ну, поставляют новый контракт. Я не подписываю, мне сказали не подписывай. Вот, и через сколько? В октябре меня выкупили. Мою компенсацию все дали. Какая команда? Не команда, а именно люди, которые были, они сказали, что мы, ну, так происходит в футболе, что вкладываемся в него, берем его, выкупаем контракт, и его везем в другую команду. Отлично. Следующий этап, твоя карьера в России. Да, следующий этап в России, это Рубин. Я как раз таки, меня выкупают в октябре, а я ломаю руку себе в ноябре, за предпоследнюю игру в сезоне, ломаю, я вылетаю с строя там на 7 месяцев. У меня перелом со смещением отломков. Кстати, именно в том сезоне тебя признали лучшим молодым полузащитником. Да, в том сезоне, и меня, ну, там тогда, когда признали, вот же признали лучшим, и в том сезоне, вот посмотрите, рука там, видите? Забинтована, да? Да, я после операции с больницы встал и поехал на награждение. Так. И, как бы руку ломаю, и на 7 месяцев вылетаю, уже как бы, я уже как бы выкупили, у меня контракт, ну, как в Таджикистане говорят, это открепление у меня в руках, а я без команды так остался. И потом меня отвезли в систему Рубина. Вот, ну, курбанки, там есть люди, которые это были, сказали, пусть он восстановление, все происходит. Я начал в Рубине, тренировался, вот, там восстанавливался, меня не могли заявить. Как бы я туда ехал под основу, ну, как бы молодежку, но когда я уже почти восстановился, там, после 4 месяцев, когда уже начал тренироваться, посчастливилось, что я начал тренироваться там с основой. Ну, типа, пару тренировок проводить. Так как у дубля игры были, они уезжали, меня не заявляли, а я так, знаешь ли, чтобы поддержать там, быть для количества основ. Но и там ты не задержался? Не, там, потому что уже тренер подходит, давай мы тебя на следующий год оставляем, там круг закончился,
оставляем, мы хотим, чтобы ты был у нас, все это. Но я договорился с ними, как бы уехал с тренером, уехал, получилось, что потом получилось, что в Беларусь поехал я обратно, там остался там чуть времени, отпуск был, там остался, и уже тренера уволили с Рубина, все это, и я тоже остался там, перешел потом в высшую лигу, там команда Беларуси в Витебск. Смотри, очень много фотографий в социальных сетях, где ты в футболке «Зенита». Да, я в системе «Зенита» был там буквально две недели, да, вот так проходил там. По совету Курбана Бердыева, да, он тоже. Симака попросил, чтобы тебя взяли на сборы. Да. Там и Курбан, и там был тоже человек, который нас вот познакомил, вот он тоже действовал на этом, чтобы я... Ты полетел на предсезонные сборы с «Зенитом» с основным составом? Не, мы в Питере, сначала я поехал туда, Так. в Питере тренировался, потом, когда уже увидели, что так, потом я под основой там тренировался с ребятами, но так скажем, что там уровень очень хороший. Можешь рассказать то, что рассказывал мне ранее? С кем ты тренировался в «Зените»? Там пару тренировок было, что, так скажем, попадало, что с основой так. Кто играл на тот момент? Там на тот момент у меня еще есть этот видео, там, все игроки топовые были. Малком? Да, там, тогда только Малком, там Азмун, Аздоев, Маркизио, или как там, Маркиньос, или как там, Так. вот они тогда в «Зените» были. Это другой уровень. Насколько другой? Кто кардинально отличался? Кардинально? Да. Конечно, Малком. Я думаю. Ты можешь, он просто с мячом бежит, ты прыгаешь за ним, ты не успеваешь просто. Это другой уровень. Там Азмун, еще там Аздоев, там совсем другой. Ну и в Рубине был так, я думаю, что вот когда мне попадалось с основы там пару тренировок провести в Рубине, там, я думаю, что Хвича Кварацхелия. Кстати, ты с ним тренировался? Да. С Хвичей? Да, в Рубине вот. Когда он только приехал? Когда его прайм был там сезон. Кстати, да, он приехал сначала в «Локомотив», да, в Россию? Потом он перебрался в Рубин. Да, вот его праймовый получилось, что в Рубине я там с молодежкой там тренировался, у них игры были. Они уехали, а я оставался, и мне там сказали, можешь пойти потренироваться с основы. Вот. А там, я думаю, что Хвича Кварацхелия это другой вообще уровень, вообще другой. Это тогда был видно. Я такого встречал только, когда на просмотре был ПСВ, там только Жереми Доку, когда он нас отвозил просто. Вот, только на этом и все. Тему Доку и ПСВ отложим на потом. Хвича Кварацхелия. На тот момент, тренируясь с ним, играя в Рубине, ты мог представить, что Хвича добьется такого успеха, которого он добился, и станет игроком мировой величины? Нет, когда ему сколько там было, он на год старше меня. Ему сейчас 24. Да, и ты не знаешь, кто где будет там завтра, и тем более в футболе. Задатки были какие-то? Да, потому что когда он только приходил в Локо, Игорь Денисов рассказывает на каком-то подкасте, что он пришел в 16-17 лет, и он обыгрывал всех прям подряд на тренировках. Он Ведрана Чорлуку между ног прокидывал, он Игоря Денисова обыгрывал, за ним никто не успевал. Да, он везде такой был, у него самая сильная сторона — это дриблинг. Однозначно, это все знают. И он всегда силовой дриблинг у него, мощный такой, он всегда такой был. Просто ты не знаешь, где будет там. Допустим, завтра есть люди, которых я вообще не ожидал, что они в футбол будут играть, там с детства, которые со мной выросли. Даже там 15, 16, 17 лет, когда нам было, я думал, что они скоро футбол бросят. Они сейчас одни из лучших в странах СНГ играют. Одни из лучших футболистов. Но на тот момент одним из лучших в Рубине точно был. Кто? Хвича. Он праймовый, он лучший в РПЛ был. Он на тот момент даже был лучше в РПЛ, но ты же не можешь догадываться, что там он поедет, там будет играть в Наполи так. Если сравнивать
двух игроков в качестве твоего соперника. С кем сложнее играть? Против Малкома или против Хвичи? Со мной, я думаю, что мне сложно будет со всеми. Просто у Хвичи другой дриблинг. Он скоростной, быстрый, силовой. Он может прокинуть, убежать. Там футболисты, которые тоже такие скоростные. Но Хвича, он по-другому играет. У него как будто мяч приклеен, и он бежит с мячом этим. Но, тем не менее... Ну, мне самый сложный, с которым я играл, если ты хочешь спросить об этом, это Габи Вейга. Это игрок, который в Аль-Ахли, где Морес, Фермино, он там сейчас один из лидеров. Ты где против него играл? Во Франции, на турнире мы с ними играли. Турнир будущих звезд или как-то назывался? Future Cup. Future Cup, да. Больше всего мне сложно было с ним играть. Его же тогда, когда он в Сельте был, перед Аль-Ахли, его там за 80-100 миллионов хотели покупать Челси и Ливерпуль. А он сумасшедший уровень. На юношеском уровне Динамо Минск играла в самых различных международных турнирах. Эту команду всюду приглашали, в том числе и Дана Кап. Дана Кап, на том турнире со всего мира собирают там команды. С Южной Америки, с Европы, азиатских не было точно. И у вас в группе были команды Бирмингем? Этот турнир проходит Ю-15, так. там Ю-13, 14, 15 проходит. И мы в Ю-15 попали. Мы до 15 лет. И тогда был Бирмингем в нашей группе, где был Джуд Беллингем. Так. Он тогда и воспитанник Бирмингема, он там играл. Был команда Сан-Паулу, Бразилия была. И еще одна какая-то команда была, я точно не помню. А в другой группе, там несколько групп было, 4 или 5 групп. В другой группе был Ливерпуль, из знаменитых, но на удивление Ливерпуль не вышел из группы. Кстати, Беллингем на уровне Ю-15 отличался от других своих сверстников? Только ростом. Он был такой же, высокий по сравнению с нами. На тот момент мы не понимали, что... Мы даже это случайно узнали, фотография там друг, недавно 2019 год, когда он в Дортмунде там зажигал, там фотографию мы в Беларуси были, друг смотрит, говорит, это не Беллингем, я такой смотрю, говорю, да, в натуре это Беллингем. И мы как-то узнали. А так сказать, что тогда он выделялся, нет. Из всех, которых выделялись, только я же говорю, я так запомнил, прям мне попался, это Габи Вейга, он просто мучил нас. А как ты оказался на просмотре ПСВ? Там, после таких турниров, мы как раз таки выиграли... Для тех, кто не в курсе, не понимает, ПСВ – это команда из высшего дивизиона Нидерландов, которая называется Eredivisie. Да. Это произошло так спонтанно, как-то резко, все быстро. Тогдашним наша команда Динамо Минск 2002 года была одна из самых таких сильных, считается. Мы 4 раза там выигрывались подряд чемпионат Беларуси, и выиграли, мы должны выйти уже на юношеская лига чемпионов как? Там есть групповой этап, когда у тебя основа попадается, ты автоматически играешь в групповой этап. А есть другая корзина, где играют только чемпионы страны. С каждой страны там чемпион играет юношеский. Мы выиграли как раз таки этот чемпионат, и мы должны были уже в Лиге чемпионов играть. И мы на турнире ездили часто, и как-то еще футбольный агент, менеджер вышел, говорит, есть возможность поехать на просмотр. Там же есть, по-моему, в сентябре, там фотографии везде есть, там я, по-моему, в сентябре там был. В августе мне сказали, в сентябре я уже поехал туда, сказали недельный цикл. Я поехал туда, там визу сделали в августе, когда я поехал туда в сентябре, приехал на базу, заселился, и уже недельный просмотр у меня был. Неделю потренировался, первая неделя у меня была нормальная, еще можно сказать, что что-то можно было ждать. Тянул уровень. Да, нет, тянул это тоже высоко сказано, такой чуть, достаточно не выпадал, можно сказать. А вторая неделя уже там на буре эмоций, по-моему, первую неделю продержался, а вторая неделя уже там.
вторая неделя все игроки ПСВ Да, и какой-то парень со двора. Какого-то парня позвали, просто вот. Да, ну там тогдашним, я помню, что вот, который Манчестер Сити сейчас играет, Жереми Доку, он в Андерлехте был, как раз таки я приехал, я 2 дня потренировался, и он прилетел. Он Тоже на заселился- просмотр? Не, он не на просмотр, он сразу должен был на контракт. Мгм. Как я знаю, ну я на английском, у меня, конечно, не Не good. ахти. Да, поэтому я с ним мало. Я не знал, что он такой футболист, вот, вырастет до такого уровня. Я себя выше ставил тогдашним временем, чем он. Но Ой, Просто, так. просто суть в том, что я 2 дня потренировался, он прилетел, его заселили, и, как сказать, он 2-3 дня потренировался, что-то у него не срослось, он еще 1 день потренировался после этого, у него пропустил тренировку и на завтрашний день еще одну тренировку провел. По-моему, не договорились, либо что-то. Он, по-моему, в Андерлехте, он сам воспитанник Андерлехта, он в Андерлехте и вышел на рассвет. И вот потом он уехал обратно. Его, по-моему, что-то не срослось, не получилось. Ну, тогда нам 15-16 лет было, ему что-то не получилось в академии, он уехал. Но даже тогда, вот он тоже, вот дриблинг у него, все это. Очень быстрый. Очень быстрый, очень. Он вот, нам ставили 30 метров, вот так ставили, бежать. На скорость? Да, на скорости. Там лазеры ставили, там все это. Он просто заканчивал на 3-4 шага впереди других. Ну, он просто топ был. Даже тогда он быстрый, резкий, дриблингом техничный. Масрур, ты поиграл за молодежную сборную Беларуси. Да. Но также есть и опыт выступления в сборной России. Юношеская сборная России. Да, Как всё. так получилось, что сначала сборная Беларуси, потом сборная России? Ну, я же говорю, это получилось так, что я же вначале рассказывал, что произошло, меня пригласили сначала. Да, я сам не ожидал, что меня приглашать будет там в сборную Беларуси, там образно, да. Нет, Беларусь же понятно. Ну, Россия же была потом. Россия потом. Ну, как так произошло? Я получил гражданство Так. российское, и потом меня на В турнирах... каком возрасте тебя пригласили впервые в сборную России? Ю-17. Ю-17. Да. А Ю-15-16 я отыгрывал за Беларусь там. Так. Товарищеские игры, там все это было. Россию пригласили. Это тоже произошло как-то. Я получил гражданство, на турнир поехали. После турнира, это в России был этот турнир, в Калуге. Мы там с Краснодаром играли, с кем еще там. Супернова, по-моему, Латвия была. И еще одна... японская какая-то команда была. Мы с ними отыгрывали, и как бы после этого турнира мы прилетели в Минск, и мне в клуб приглашение пришло, Динамо Минск, что мы его приглашаем на сборы в Сочи. И ты всего лишь один раз на сборах сборной России. Да, потому что уже начался коронавирус, все эта ситуация. Сначала я поехал, как бы на турнире, на игре товарищеской против Краснодара я сломал ногу, я пропустил там буквально 4-5 месяцев, еще одни сборы, которые должны были пригласить, позвонили, сказали, как ты, я сказал, что еще не восстановился, я не тренируюсь вообще не тренировался, просто реабилитацию проходил. Они сказали, все, тогда хорошо, мы, на связи тогда, на эти сборы не приглашаем, так как, не могу я. И вот после этого уже начался вот эта история коронавируса, все это 2020-2021, там все это началось. И в рамках набора формы, чтобы восстановиться, ты приехал в Таджикистан. Не, я в Таджикистан приехал. Это был 21 год. Когда ты приехал. Это 23-й год, летом был это. Да, 23-й. 23-й год, летом я прилетел, Но до того момента ты продолжил в Беларуси. на Нафтане играл. Беларусь. Да, в Беларуси, на Нафтане высшей лиге играл. Вот перед тем, как на Нафтан поехать, помнишь, что ты там контракт показывал, я должен был у тебя Португалию. было предложение из клуба высшей лиги Португалии. Да, Жиль Висенте, который я там... У нас есть да, вот этот оффер. Да, оффер, который... И я должен был туда поехать. Я изначально туда должен был поехать зимой 2023 года. В январе я как раз-таки домой после сезона в Нафтане прилетел. Я должен был уже туда полететь.
уже начинал уже документы собирать на визу, и в Нафтане нас возглавил там именитый тренер очень, белорусский. Он позвонил лично, он сказал, что давай типа, ты молодой, я хочу с тобой работать, я тебя знаю, так, и видел твои, он начал мне описывать все это, и уговорил, и я полетел в Беларусь обратно, в Нафтан. А отказываешься от этого, полетел туда. Но это было приглашение на просмотр. Да, тоже но прямого контракта там не дадут, молодому тем более это. И потом... Нет, давай так, тебя уговорил тренер, или ты не был уверен, что ты пройдешь просмотр? И то, и то. Потому что там, я на себя чувствовал, был опасение того, что поеду, там задержусь, без команды останусь. Вернусь, не примут? Да, вернусь, не примут уже, как бы вот это все раздумывая, я решил, что лучше я поеду на прямой контракт в Беларусь, высшую лигу, как раз таки тренер именитый там был, возглавил. Потом я отыграл там полгода, этот тренер ушел, пришли другие тренера, как обычно в нашем, в футболе происходит. И они сказали, ты как легионер, молодой, мы легионеров хотим, им опытных, которые нам действительно, они для развития, для этого. Я сказал, хорошо, понял. Собрал вещи и прилетел в Таджикистан. Просто домой прилетел, недельку там поезжу и думал, что поеду в Россию обратно, в Беларусь, пока подожду какое-нибудь предложение, потому что я ждал, трансферное окно только открывалось. На меня вышли там, я своего там товарища, друга, попросил поддерживать форму в Равшане. Шарифа? Да, Шарифа попросил, Саид Ходжа. И он попросил тренера, Тойр Муминов тогда был, и я к нему поехал на тренировку, так, и пару дней потренировался так, что он подошел, говорит, ты можешь остаться у нас в команде, так. Я вначале думал, что нет, нет так. Потом он мне начал объяснять, что у нас Кубок АФК впереди, все это, ты можешь там, показать себя как-то, все это. И тоже поговорив с людьми, он тоже знает человека, который со мной хорошо знаком, так старшим, которые мои, они сказали, давай оставайся полгода, Кубок АФК сыграешь. Я остался потом в Равшане. Так. На полтора года уже, да? На 1,5 года уже, получается, не полгода, а 1,5 года остался в Равшане. Правда, что на юношеском уровне, когда тебя приглашали на просмотр в российские команды и так далее, ты у себя в голове представлял, что я поеду в Россию только в том случае, если мне не удастся карьера. То есть Россия будет альтернативным вариантом. Объясню, да. Тогдашние мысли такие были, что я рассматривал это как просто... Исключительно Европу? Исключительно так Европу. А когда мне говорили, там, ты можешь, допустим, поехать в ФНЛ, там, думал, тогда же ты еще ребенок, ты не понимаешь в голове, там, в виртуальном мире ты находишься. Потом, осознавая все это со временем, футбол показывает, что никогда нельзя говорить, что никогда. И всегда надо оценивать трезво все это. Так и сейчас бывает, что я благодаря своему опыту я оцениваю себя трезво и никогда не жалуюсь ни на что, поэтому на что я способен, то и заслуживаю. Я говорю, что значит я заслужил быть здесь, значит я сейчас здесь. И третья сборная, уже молодежная, куда тебя вызывают, это сборная Таджикистана. Родина, это квалификация на чемпионат Азии. Да. Тебя пригласил Мубин Эргашев. Да, Асрорич. Асрорич тебя много раз приглашал в команду, но ты не приезжал. Да, тогда, когда я за сборную России играл, он звонил мне пару раз, он приглашал. Я бывало, что, так скажем, потому что за игром был за сборную России, и в силу того, что, чтобы не считаться полностью там легионером, в Беларуси такая есть, что у меня вид на жительство было, я считался не полностью легионером. А когда ты полностью легионер, ты уже как бы, и с российским паспортом я тем более, ты вроде как не легионер, но не местный просто. А в силу того, что я еще раздумывал, что могу в российские команды перейти, я от этого боялся, что буду считаться легионером, и но, как бы, Асрорич мне тогда... кстати, многие из-за того, что боятся стать легионером в чемпионате России, потому что по-другому они смотрят. Хотя я не думаю, что у нас мы как-то, так скажем,
сильно уступаем, все это просто они как-то на наших футболистов, на нас смотрят по-другому. Я на себя это чувствовал, я знаю, как это есть. Есть ребята, которые могут играть там, ну, допустим, не премьер-лига топовые команды, но могут там осилить. Э, Условные Но, Химки. ну, условно, Химки. Ну, сейчас Химки тоже нормально. Ну, да, условно, вот эти зоны. Но на нас смотрят по-другому, не верят. Лучше им привезти там с Южной Америки, чем Да. нас. Но бразильский паспорт играет роль. Огромную роль, я думаю. Но у тебя дебют за сборную Таджикистана не совсем сложился. Согласен? Да, за Олимпийскую? Ну да, Да, Ю-23. да, там, так сказать, ряд причин, которые... Очень плохо выглядел на Да, поле. да, да. Первый тайм ты сыграл, Да, и тебя да, заменили. да. Просто- И больше не играл. Потом на товарищеские игры официально не играл. Да. Товарищеские игры там в Дубае. Ну, Асрович тоже человек, который объективно оценивает, и я его понимаю. Ну, у него все равно, для него все равны, так скажем. Как ты думаешь, с чем связан твой спад в футбольной карьере? Объективно. Объективно, это... Смотри, объективно я имею в виду Динамо Минск, ЦСКА какой-то период. И вот сейчас Хулбук. При всем уважении к Хулбуку, Ага. это совсем разные команды. Ты докатился или Не докатился, нет, почему? Это просто... нормальное состояние? Это не, ну это просто моя травма, из-за которой я пропустил год, 2021 год. Весь 2021 год я пропустил. Потом после травмы неудачный переход в Витебск, высшую лигу Беларуси. Я на один круг перешел туда, и за один круг сыграл, сколько там, 3 матча, что ли? 3-4 матча сыграл. И то на замену выходил. Неудачный. Потом сложилось, что, ну, как бы второй же переход в Нафтан уже более-менее выровнялся, чуть-чуть в себя пришел, можно сказать. Потом так сложилось, ну, это можно сказать, что вот Хулбук перешел реабилитироваться. Стремишься к тому, чтобы попасть в сборную? Ну, каждый футболист, который играет в стране, стремится, хочет этого, потому что это сборная страны. Ты все равно хочешь оказаться там. Но, значит, если я не приглашен еще, ну, так скажем, еще не был там, я еще не заслуживаю этого. Тренерам виднее, еще мне сказать. Поэтому будем работать, будем стараться, чтобы попасть сюда. Прекрасно. Каковы твои планы именно в Таджикистане? Если по окончанию первого круга будут лучшие предложения из-за рубежа, ты уедешь или нет? Однозначно сейчас, да. Я хочу в Фулбуке. Я сейчас все мои мысли с Смотри, тебе дали в Фулбуке 10 номер. Тебя высоко ценят. Не думаешь ли ты, это будет не совсем корректно с твоей стороны покидать команду после первого круга? Нет, все мои мысли сейчас с командой. Ну, вот я сконцентрирован в Фулбуке. Я хочу, чтобы мы как можно выше закончили первый круг сначала, чтобы мы хорошо, ну, и индивидуально. Но для меня, ты меня знаешь хорошо, для меня всегда не то, что индивидуально, это для меня командные результаты всегда важнее. Я всегда стремлюсь для команды, как бы играю. Но для меня сейчас на данный момент первое, да, командная, но и важная моя индивидуальная игра. Вот то, что я думаю, что 3 тура прошло, и я неплохо выгляжу, но я могу лучше, я сам знаю это, я стараюсь этому. И надеюсь, что до конца первого круга я наберу полностью свою форму и уже как бы то, что ты говоришь, предложение там это. И будут предложения, будем с директором сядем, поговорим уже, что он думает, что он об этом думает. Ну, я им очень сильно благодарен, футбольной команде Хулбук, потому что команда как меня поддерживает, то, что ты подчеркнул, команда поддерживает, команда со мной очень хорошо в команде, парни ко мне хорошо относятся, руководство хорошо относится, это благодарен им просто. Ну, под конец, что я могу тебе сказать? Масрут, тебе только удачи.
Надеемся, что у тебя в карьере вновь будет взлет, как минимум. И я не знаю, если даже не за рубежом, но хотя бы увидеть тебя в топовых командах страны. Или же вы с этим составом сделаете из Хулбука топовую команду. Надеюсь. Да. Дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня у нас в рамках интервью был игрок молодежной сборной Таджикистана и действующий футболист футбольного клуба Хулбук из района Вусе. Светлый, позитивный и душевный парень Масрур Киомединов. Мы с вами прощаемся ровно до следующих передач, до новых гостей. Пока.